Здравствуйте, это программа «7 дней плюс», в которой мы общаемся с интересными людьми, у которых есть чему поучиться. Сегодня говорим о связи специальной военной операции и патриотическом воспитании. И представляю вам нашего гостя. Это Наталья Михайловна Топал, доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ КАИ, эксперт Высшей школы государственного муниципального управления КФУ, лектор Российского общества знания, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Мы с вами уже давно знакомы, да, и вот теперь вот тема лет. СВО, патриотического воспитания нас вот снова свела. Но сразу перейдем к теме, да, вот эта специальная военная операция, она на многих оказала влияние, поменяла мышление, да, в том числе и на патриотическую тематику. Вот на вас лично, как она повлияла, эта специальная военная операция, что изменилось? Изменилось все. Изменился образ жизни, изменились не только представления, изменилась судьба всей моей семьи. Поэтому специальная военная операция, я сейчас живу в ней, я просто в нее окунулась, у меня есть две параллельных жизни, мирная и военная, и я их совмещаю. Потому что, вообще все началось с того, что в 2022 году, когда у нас была мобилизация, и у нас было очень много мобилизованных, располагалось на территории танкового училища, вы знаете, там было все неоднозначно. Тогда, скажем честно, информационную войну мы проигрывали, было очень много чего непонятного. Люди приходили, и возникали какие-то негативные ситуации. И вот мы, лекторы знания, ходили к мобилизованным, читали им лекции, отвечали на животрепещущие вопросы. И тогда первый раз меня пригласили в наше танковое Казанское училище. Было 400 человек в зал, и я им читала лекцию, отвечала на вопросы. Мне было тоже нелегко, но в принципе все удалось. И вот после этого меня пригласило Общество знания принять участие. Есть такой проект агитационно-пропагандистские бригады, которые ездят за ленту, которые ездят на территории приграничные с Украиной, по госпиталям, по военным частям, по различным полигонам. И вот я вошла в это число. Сначала, конечно, боялась я 2 месяца думала, соглашаться мне или нет. Но страшно, потому что смотришь, что там прилеты, то тут прилеты. И потом все-таки решила, думаю, а для чего я вообще живу-то, да? Для чего, когда происходят такие события, когда фактически на кону стоит выживание российской цивилизации, надо какой-то свой вклад делать в это дело. И, конечно, я согласилась. Меня и муж сначала не хотел отпускать, потом все-таки говорит, езжай. А вот когда уже приехала, я поняла, что я сделала правильно, езжу постоянно, и раз в месяц практически. И вот я опять в начале апреля уезжаю туда, у меня уже будет командировка. Я уже без этого сейчас не могу. Потому что я знаю, там есть люди, наши герои, патриоты, которые отдают за это жизнь. И им нужно вот это тепло, им нужно внимание, сочувствие, соучастие, сострадание. 3С, золотое правило. Вот эти 3С я вожу туда. То есть, да, вот их патриотизму учить не нужно, насколько я знаю, раз они там. Это уже доказательство того, что они патриоты. И такие вот люди, как вы тоже, и волонтеры, и те, кто туда ездит. О чем спрашивают, что вот их интересует? Потому что агитационно-пропагандистское вот звучит немножко так да? А вы знаете, просто это в рамках антироссийской как раз пропаганды, вот это слово пропаганду нам ввели в отрицательную коннотацию. Да. А на самом деле в этом ничего нет. Это просто определение каких-то определенных действий по воспитанию любви к родине, по воспитанию каких-то хороших качеств, по воспитанию правильного, верного курса понимания сегодняшней ситуации. Поэтому слово «пропаганда» это нам внушали уже после 91-го года, что это плохое слово, потому что это были сильные стороны Советского Союза. А сейчас идет все, антисоветская такая тематика преобладала. И поэтому слово «пропаганда», все, что связано с Советским Союзом, декоммунизацией, и слово «пропаганда» тоже, а она автоматически смелась туда, в отрицательное в отрицательное поле. А в этом ничего плохого нет. Это же было и на войне, когда была Великая Отечественная война, ездили артисты, ездили тоже выступающие, встречались с бойцами, и Клавдия Шульженко на грузовом автомобиле пела, танцевала, и как это поднимало дух бойцов. И вот решили, Кириенко сейчас этот проект курирует, и вот решили это возродить. Я тоже езжу не одна, я езжу с артистами, ездила с группой «Золотое кольцо», правда, без солистки, там были молодые ребята из
этого ансамбля, ну просто прекрасно работали. Я езжу с разными группами, девчачьими. Группа сейчас знаменитая «Катюша» есть, мы вместе с ним ездили на позиции в Луганск. И очень много с людьми общаюсь, творческими. Я считаю, вот это как раз и есть патриотизм, выступить перед ними. Вопросы задают разные, сразу перехожу Вот ко да, второму. вот о чем все-таки общаетесь? Вопросы. Да. Вы знаете, сначала было больше первое время вопросов о непонимании ситуации. Мне даже спрашивали такие вопросы. Один в Дагестане раненый боец из Дагестана в ростовском госпитале мне говорит: а почему же все-таки вот мы подошли к Киеву и не взяли Киев? Что же это такое? Почему мы отошли? И вот приходится объяснять вот такие нюансы. Мы сами не до конца знаем стратегию, но, наверное, надо всегда следить не по каким-то текущим моментам, а по результатам. Результат специальной военной операции – это присоединение 4 новых территорий. Да? Результат такой, что сейчас вот даже недавно совсем взяли Авдеевку. Почему говорят вот такие вопросы? Так долго, столько сил кидается в запорожское направление, Работино, Новопрокоповка или вот это вот Авдеевка? Ну, потому что это стратегические точки. Будучи там, в этих местах, да, у меня все время появляются ассоциации с Великой Отечественной войной. Вот как раз вот и 2023-2024 годы, да, ровно 80 лет назад освобождались эти края. Вот эта параллель с историей, она у вас вот возникает, как у историка, как у преподавателя, вот параллель именно с той Великой Отечественной войной? Или это все-таки что-то немножко знаете, другое? даже не параллель. Тут это контекст, это единый процесс, просто это этап единого процесса, как у историку. Зная историю Второй мировой войны, можно сразу понять, что происходит сегодня, откуда, как говорится, ноги растут. Дело в том, что даже вот этот украинский национализм, он же был еще до Второй мировой войны и очень активно развивался на той территории. Генеалогия его такова, но я не буду уже в дебри лезть, там 19 век, даже возьмем 20 век. Ведь уничтожение Московско-Азиатской империи было как главное стержневое в работе Дмитрия Донцова в 1926 году. Он написал книгу «Национализм», и она являлась как учебник, как вот главное правило для украинских националистов. И в 1926 году была создана как раз эта организация украинских националистов. Сначала ее возглавил петлюровский полковник Евген Коновалец, а уже в 1931 году там стал руководить спецоперациями Степан Бандера. И уже к середине 30-х годов он был завербован, Степан Бандера, те, кого сейчас героизируют, кому там гимны и песни поют на территории Украины. Он был завербован немецкой разведкой, которую возглавлял Вильгельм Канарис. Была такая разведка Абвер, потому что тогда они уже на территориях Восточной Европы вербовали националистов, которые в дальнейшем способствовали как раз геноциду мирного населения на восточных территориях. Эта работа шла заранее. Также и в Прибалтике было. Там были всякие движения тоже националистические, амакайцы, все. И там тоже было очень много фашистских прихвостней этих бандитов, поэтому они сейчас поддерживают Украину и начинают тявкать в сторону России, потому что у них историческое рыльце тоже в пушку. И там вот недавно, может быть, вы даже слышали, в январе месяце этого 24 года разбомбили на Западной Украине музей Романа Шухевича. Кто такой был Шухевич? А он был гауптман СС. Они очень переживали со своими западными партнерами, как восстановить историю, память. На самом деле этой историей надо стыдиться, потому что гауптман СС – это как вот наш капитан, офицерское звание. И надо же было так отличиться ему, чтобы ему, не гражданину Германии, не арийцу по происхождению, дали офицерское немецкое звание. Отличился он тем, что он командовал отрядом «Нахтигаль», он называется «Соловей». Немцы вообще все романтичное любили. Убийство романтикой окутано. Так вот, этот отряд вместе с немцами вошел в 1941 году во Львов, и они вот этот учинили знаменитый Львовский погром, где погибло 6 тысяч человек. И вот вся история, вся героизация... Да, да. Но евреев большинство там погибло. Украинцы, полукровки, те, кто работали в администрации, грубо говоря, чиновников, руководителей, а также в
первую очередь они уничтожали профессуру и научных сотрудников. Потому что Гитлер что говорил? Образованный славянин – это мой самый злостный враг. Поэтому они старались уничтожать. И дальше уже их направили как айнзацгруппы. Они уже ходили, они там говорят, они боролись за свободную Украину, с коммунизмом. Да ничего подобного, потому что после Львова их направили в сторону Винницы. И вот эти бандеровцы ходили, уничтожали мирное население, сжигали те деревни не только на Украине, в Белоруссии, в Псковской области и в других соседних областях. То есть таким образом они якобы строили свободную Украину. На самом деле это все подмена понятий, это преступление, это фашизм, это нацизм, и это даже не обсуждается. Великолепно знаете историю, да, столько фактов интересных. Вот, замечал за студентами, что вот, скажем так, не настолько тонко знают историю. Да, вот сейчас вот по вашим наблюдениям все-таки именно вот студенты интересуются они историей, вот именно вот военной историей. Сейчас стали интересоваться, потому что мы живем сейчас именно в период, когда происходят вот эти военные сражения. А до этого, конечно, не очень интересовались. Когда, вы знаете, 2 года тому назад началась спецоперация, я проводила анонимный вопрос. У меня было 128 человек студентов, именно анонимные, да, они не боялись ничего. И я спрашивала, знаете ли вы, кто такой Бандера? Это герой или преступник? Так вот, 6 человек из 128 написали, это герой Украины. И где-то 30% написали, смотря с какой стороны посмотреть. И это уже потенциально. Сейчас картина изменилась за 2 года, потому что началась работа. Во-первых, в школе концепцию преподавания истории изменили, новые учебники. Сейчас нам изменили. Вот с 23 года в вузах неисторических специальностях у нас другая совершенно концепция. Туда вошла и глава новейшей истории, как раз и о спецоперации есть материал. Но еще я хочу сказать, надо дорабатывать это. У нас будет тоже единый учебник, где-то планируется к 26 году его издать. И в этом направлении ведется большая работа, и она дает знать вот о себе. Потому что вот в этом году, который первый курс пришел сейчас, они очень отличаются вот от 4-го, от 3-го курса, потому что они уже по-другому мыслят. И у них в их среде гораздо больше патриотов. А во-вторых, еще и сказалось то, что родственники, у многих родственники, знакомые, соседи воюют. Это, конечно, отражается на их мировоззрении. Сказали дорабатывать учебники, значит ли это переписывать новые их? Нет, нет, просто выходит издание второе дополненное, потому что учебник сначала апробируется, он запускается, а потом идет обратная связь, чего не хватает, что может быть изменить. Но вот, например, в новом учебнике в периоде Великой Отечественной войны я не нашла материала именно, там очень мало буквально про украинских коллаборационистов, а сейчас на этом все завязано, и там такая большая история с этим связано, столько много фактов и событий, и если их не знать, можно буквально запутаться в этой пропаганде, и можно подменить, фальсифицировать запросто. У нас же вся история была фальсифицирована в последнее время. Как на Украине. Вот хотят уничтожить народ, в первую очередь уничтожают его историю. Для того, чтобы у него не было базы, основания. То есть эта историческая память, она является, вот, знаете, ключевой. Она проходит вот через все, не только наше сознание, а вообще она является таким краеугольным камнем российской цивилизации. Именно вот и в патриотическом воспитании история тоже все-таки большую роль играет, да? Основную история, и также встречи и с участниками событий обязательно, и примеры, героические примеры. Для чего, вот, например, на Украине у них Бандера герой, у них Шухевич герой, потому что они снесли все памятники нашим героям Великой Отечественной войны, а они по-другому сделать не могли. Это вот западные у них методички, указки, потому что у нас вся история была общая. У нас была одна идентичность, и поэтому смена их идентичности истории, она, конечно, повлияла и на нас. И вот этот опрос, который я вам говорила, он свидетельствовал об этом, что, подменяя их историю, это все проникало к нам. То есть посредством их сначала уничтожая самосознание, они стали уничтожать наше самосознание и нацеленно работали с нашей молодежью. И сейчас приходится очень много сил вкладывать. Вы знаете, я даже вот вам скажу, когда началась спецоперация, я выходила на такие дискуссии даже со студентами, такие были горячие споры, и мне приходилось искать источники именно западные. Кто занимался, есть великолепный профессор Марплс, канадский, да, который объективный историк, который осуждал
читал вот этот вот нацизм. И есть журналист и писатель, который писал о тех событиях, французский Джонатан Литтл, есть польский исследователь, биограф Бандеры, Джегеш Росалинский, либо. Я их всех перечитывала и с ними разговаривала на их языке, потому что как только я начинала приводить фамилию отечественного историка, они: о, это пропаганда, да, вы понимаете, как вы голову били? И мне сначала приходилось изучать западные источники и давать, а вот этот говорил это, а вот этот это. То есть сейчас очень серьезная работа нужна, чтобы переформатировать сознание, чтобы оно эволюционировало. И эта работа идет. То есть изучать не только историю нашей страны, я имею в виду не только России, вообще, то есть бывшего Советского Союза, но и, скажем, той Ну, стороны. конечно, история России – это период, Советский Союз – это целый период истории России. И он, кстати, был неплохой, он был противоречивый, но как любой период в любой стране. Там везде есть противоречия. Но если взять достижения, которые были в Советском Союзе, одно из самых главных достижений – это, конечно, победа над фашизмом и индустриализация, которая прошла, естественно, не без ошибок. Там были тоже и трагедии, все. Но во всяком случае добились своего успеха. Планы были выполнены, индустриализация проведена была. И эта индустриализация была невозможна без коллективизации и без культурной политики. Поэтому это очень важно знать. Да, но мы с вами вот воспитывались все-таки, да, именно в то время, в советское, да, мы как-то так не задумывались, что такое патриотизм, зачем он нужен, да, то есть мы вот росли, мы были действительно патриотами этой страны, просто другой не знали. Был период, опять же, да, начало 90-х, середина 90-х, когда про патриотизм было, ну, как-то стыдно говорить. Согласны вы с этим, не согласны, с чем это связано? Но это опять была, да, работа. Это же целые институты работали в Соединенных Штатах. Вот как и сейчас, последствия мы видим их работы. Это организовывалось все Госдепом США, Государственным департаментом. Финансировалось все это Конгрессом США. Они специально переписывали историю. Вот эти соросовские все фонды, это были на это направлены, чтобы очернить все светлое, что у нас было. Основы. То есть, где у нас стоял стержень, нам пытались его переломить. Да что нам говорить, мы даже сами знаем, журналисты, я вот помню, у меня было журналистское прошлое, вы прекрасно знаете это, Зуфар. Я когда-то начинала свою деятельность в журналистике, работу, но произошло так, что в мое время, когда мы начинали работать, тоже все ездили учиться в школу Интерньюз. И вот в этой школе, помните ее, да, там подавали как раз правило 3С. Это было правило опять фальсифицированное. Что они говорили? Для того, чтобы собрать аудиторию, нужен секс, страх, скандал. Да. А ведь они это все опять подмену понятия. Я сказала, какие сегодня 3С должны быть? Соучастие, сострадание, сочувствие. В обществе мы должны, чтобы выжить, значит, вот эту воспитать эмпатию, потому что мы должны чувствовать чужое горе. А нас в последние годы, наоборот, делали вот это вот, значит, мир потребителей такой, страну потребителей, эгоизм был сплошной. И то, что вот у нас сейчас вот это начинает произрастать, вот это сочувствие, соучастие, это очень хороший признак. Значит, вот она, туда мы идем, в светлую Россию будущего. Не там, которую нам говорили разные иноагенты, которые предатели нашей Родины, я считаю, что они предатели нашей Родины, а именно туда сейчас надо идти. И вот для этого специально через журналистов, через средства массовой информации была вот эта вот пропаганда. То есть мы собирали все самое низменное, самое дешевое, самое пошлое, на этом собирали, привлекали внимание. Но мы даже тогда не знали. Вы же правильно говорите, мы вышли из Советского Союза, кроме одной страны, не знали. Мы же вышли с открытой душой, с открытым сердцем. Мы думали, мы будем сотрудничать, какие-то экономические связи, культурные. Гласность, перестройка. Да. Нам казалось, что это новые веяния, потому что был очень, в поздний советский период, очень много ошибок было у наших руководителей. И, естественно, это все настроило против этой власти. А идеи-то были хорошие. Даже та же самая идеология, ее сейчас очень не хватает. А она у нас запрещена Конституцией. А кто Конституцию писал? Помогали политтехнологи, опять-таки, американские. Вернувшись сюда к патриотизму, к теме патриотизма, все-таки вот это чувство, оно с молоком матери впитывается или все-таки такое приобретаемое чувство патриотизма? Вы знаете,
просто так на этот вопрос невозможно ответить. Это как любовь. Вот она, если есть у человека любовь, то она есть. Если нет, то ее нет. Но таких людей меньше, у которых нет. Но есть зачатки, которые надо взрастить, пробудить. Вот это как раз работа просветительская, по патриотизму, по знанию истории. Это как раз работа и является вот как раз вот такой пробуждающей силой. А ведь эти даже молодежь, наши люди не виноваты. Они не виноваты, вот те, которых выводили на улицы, потому что они не знают другой истории. Они живут совершенно, воспитываются, формируются и взгляды в другой атмосфере. Со всех сторон, со всех вот этих вот соцсетей лилась вот эта антироссийская пропаганда, которая заставляла кланяться значит, нашим врагам, вставать на колени перед украинцами и стыдиться за то, что мы русские. Русские, это, конечно, это объемное понятие. Мы говорим, как говорил Донцов, Московско-Азиатская империя. Туда все входят, россияне. Мы должны вставать на колени. А почему мы должны извиняться и вставать на колени? Это реальный путь к самоубийству. Вот вы знаете, когда идет в школе буллинг, когда ребенка начинают унижать, говорят, ты плохой, и он действительно думает, что он плохой. И даже иногда заканчивается суицидом. А тут по этой схеме целую страну хотели привести к суициду. И ладно, мы остановились, потому что вот знаменитая вот эта речь мюнхенская Путина, когда он заговорил, хватит уже этот однополярный мир, нужен многополярный, это как раз был первый стоп. Потому что мы и так старались, и так договариваться, и сюда. А нас уже перестали за людей считать. То есть они уже считали, что Россия побеждена, что они одержали победу в холодной войне, и что все, мы уже колония, и что нас слушать. Но это, конечно, заставило пересмотреть вообще всю нашу риторику, политику и дальнейшие наши действия. И когда уже произошел вот этот Майдан 2014 года, тут уже вообще все стало ясно и понятно. Когда уже начали Донбасс обстреливать и все. И когда началась уже военная операция, в принципе, мы были готовы. И вот этот превентивный удар, он нам дал больше шансов гораздо, если бы мы промолчали. Я с одной женщиной общалась с Северодонецка. Она сумела убежать оттуда, потому что их ВСУ, когда зашли, их оттуда не выпускали. То есть можно было уехать оттуда, из Северодонецка, но только в сторону Украины. Но она сумела уехать, потому что украинцы, они тоже любят приторговывать. И даже выходом в Россию 8 тысяч гривен она заплатила, и ее выпустили в сторону России. Так вот, она рассказывает. Говорит, вы знаете, говорит, у нас Северодонецк, городок такой, с советского периода вообще никак не строился, разваливающиеся школы, дороги, коммуникации все исхудавшие. И вдруг нам строят огромную дорогу, такую вообще основательную. А потом раз, все склады оружием забиты, тут уже и натовские инструкторы, и войска кругом, и они уже перестали на работу выходить, и они поняли. То есть в марте уже они должны были выступить и идти на нас. И мы просто их опередили. И поэтому, кто сейчас вот так рассуждает, да мы первые начали, да зачем, да мы себя спасали, и людей в первую очередь спасали. Тут уже даже самый вот человек, который даже не знает историю, через 2,5 года должен понимать, да, чем это вообще нам грозило. Вон как сейчас по Белгороду стреляют. А это бы началось в 22 году еще. Просто мы их опередили и отодвинули. Мы уменьшили масштаб страданий наших российских людей. Вот главная задача была. И также мы не зашли на их территорию. Это территория, я уже сказала, общей исторической памяти. Мы пришли восстанавливать эту память, восстанавливать справедливость. Вот это главная мотивация. Также у бойцов, у военных. Я вот была у тувинцев в расположении, там тувинские войска, они так мотивированы, они вообще патриотичны. Я говорю, вы за что воюете? Они говорят, а мы воюем за наши традиционные ценности. За историю воюете? Воюем, говорит, за историю. Они там вообще молодцы. Но у нас было по-разному. Я, например, встречалась с бойцами, случайно встретилась с татарстанскими в ЛНР. И приехали на их позицию, а мне никогда не говорят, куда меня привозят заранее. Ну, там есть такие цензурные моменты. И вдруг смотрю, шевроны, наши вот эти татарстанские флажки, вы знаете, у меня прям слезы потекли. Мы как пошли с ними все обниматься, и тут такая была встреча, и там были в основном мобилизованные, но, кстати, многие подписали потом контракт. То есть люди, которые сначала не хотели идти, потом, когда они уже выникли... Ощутили на себе все это, увидели, все на самом деле, как это все происходит, да, и почему они там, все это все поняли, да. И они как раз, вот наши татарстанцы, там даже был у них замкомандир,
командира, он подполковник в отставке, ему 60 с лишним лет, он бывший замглавы Елабужского района. И вот он мог туда не идти, ему сказали, пойдешь или нет. Он говорит, я не так воспитан. Вот видите, это разве не патриотизм, это разве не любовь к родине? Человек в таком возрасте пришел, а их кинули, это 4-ю, они позицию уже строили, кинули сначала, он говорит, в ноябре голое поле, все рыли, сначала все болели, а потом привыкли. Но... Да, вот действительно, опять же, вот то же самое наше советское воспитание, да, когда мы знали за что, когда мы не разделяли, да, русский, ты татарин, там, киргиз, грузин, украинец, опять же, ну, это была одна страна. Да, к сожалению, в 90-х такое произошло. Наше время заканчивается, да, мы должны потихоньку прощаться, да. Спасибо вам, Наталья Михайловна. Просто вот не мог вас перебивать, потому что на самом деле столько всего, столько информации, и все это эмоционально. Спасибо большое. Надеюсь, еще увидимся. Это была программа «7 дней плюс». Меня зовут Зуфар Давлетшин. Всего доброго и всем мира. Спасибо вам большое вашей программе.